Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов, который ушел в отставку после октябрьских беспорядков, был допрошен Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями сегодня. Однако Боронов, войдя в здание, не смог ответить на все вопросы журналистов. Между тем, финансовая полиция сообщила, что Боронов был допрошен в качестве свидетеля ранее, в тот же день, но не предоставила подробностей. Сегодня, помимо бывшего премьер-министра, главы службы Саимык Джапыкеев сообщил, что в связи с июльской трагедией был допрошен и арестован ряд других бывших высокопоставленных чиновников. Джапыкеев добавил, что расследуются более дорогие лекарства, средства индивидуальной защиты и скорая помощь. Связаться с бывшими чиновниками для получения комментариев не удалось. В октябре прошлого года Финпол возбудил уголовное дело о раздаче гуманитарной помощи во время пандемии. Известно, что в связи с этим делом задержан бывший министр здравоохранения Космосбек Джулбамбаев. А Белгазиеву запретили выезд из страны. Финпол сообщил, что в результате расследования Минздравом было закуплено 13 машин скорой помощи по более высокой цене, а государству был нанесен значительный ущерб. На заседании Координационного совета 10 декабря прошлого года стало ясно, что в секторе здравоохранения свирепствует коррупция. Весной и летом прошлого года произошла пандемия, а в больницах нехватка пациентов. Он объявил, что Генеральный надзорный орган выявил более 600 официальных и коррупционных нарушений в секторе здравоохранения. Многие из них связаны с государственными закупками, помимо нерационального использования гуманитарной помощи. Под предлогом конкурса деньги, выделенные на борьбу с заболеванием, были растрачены. Также поступали сообщения о сговоре с фармацевтическими компаниями и покупке лекарств и консервантов по высоким ценам. Отметим, что в 2020 году Кыргызстан получит от международных доноров $774 миллиона на борьбу с COVID-19 и поддержку бюджета. Сообщается, что будет выделено $432 тысячи. До конца года из этого кредита и гранта будет освоено $347 миллионов. Айджан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.